Приветики, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка. Сейчас я нахожусь в городе Якутске, наш аэропорт города Якутска. Сейчас температура за бортом минус 35 градусов. И через пару часов я окажусь уже совершенно в другом месте. Смотрите дальше. Это у нас потеплело, считается. Вообще я буду откровенен, это немножко дубачно. Так, я часть положил сзади. Да, наверное, можно. Так, у меня тут просто есть комплект, где самый CD. Так, давайте я захвачу вашу вот эту вот штуку. У нас в области Вологодской, в принципе, не так много городов. Всего в области где-то 1 200 000, наверное, человек насчитывается. 10 миллионов? Не, 1 200 000. А, 1 200 000. Да, это суммарно на все про всех. Нет, у нас вечера? Да. Цветок тут маленький. В Нью-Йорке. А Нью-Йорк большой. Там, наверное, утро. Дорогие друзья, настало утро. Вот, 0 градусов. Прям утром проснулся. Открыл окно в гостинице. Прям свежий такой, свежо так. Вот, у нас обычно, я вот рассказываю Сергею, весной только такая вот погода. И это, ну, у них тоже, говорит, здесь достаточно холодно, да, у вас? Ну, да, сейчас действительно оттепель. Вот это вот в январе 0 градусов, это нетипично. Тем более, что недавно были как раз крещенские морозы. И, по идее, довольно сильно потеплело. Обычно так не бывает. Так, сейчас мы едем. Куда наш план? Какой сегодня? Мы сейчас проезжаем весь город, выезжаем в близлежащее село, называющееся Мяксон. Оно находится приблизительно в 30 километрах от города. А село стоит непосредственно на берегу Рыбинского водохранилища. Собственно говоря, Череповец называют городом 5 морей. Ну, видимо, одной из причин этого является то, что из местных рек можно выбраться в 5 различных морей. Оттуда мы отправимся на рыбалку. Да, верно, мы запаркуемся, погрузимся. На вездеходе поедем, да? Да, на вездеход сядем. Перед нами сопровождающий покажет нам правильную дорогу. Ну, я думаю, что он поедет на снегоходе. А мы за ним, соответственно, на вездеходе. Это мы сейчас реку переезжаем же, да? Да, это у нас река Шексна. Здесь 2 моста. Это один из первых, точнее, даже, по-моему, первый в России вантовый мост. Вон там можно увидеть второй. Построен он был буквально пару лет назад по сходной технологии. Вот, протяженность моста где-то километр с небольшим. Мы таким образом переезжаем в следующий район, называющийся Зашекснинским. Ну, как раз потому, что он находится за рекой Шексной. Вот здесь уже Хавал, да, смотрю, у вас Да, тут прям... Водомода, Джеттур, Джеку. Прям китайские салоны открылись. Ну, то есть раньше это были другие автосалоны, да? Разумеется, И сейчас просто переименовали. Volkswagen. Просто компания, которая... ушла? Нет, она осталась, она просто переформатировалась по другим марки. Потому что им же не поставляют условных Mitsubishi Volkswagen. Пусть работать с тем, что есть. Понял.
здесь можно наблюдать за тем, что происходит сзади. Вот мы выдвигаемся, в принципе, на движение, если вдруг кому интересно, как что. То есть можно даже подснять. Вот. То есть Направление вижу. получается, что допустим, по моим хотелкам вы можете здесь мне поставить автономный отопитель, свет, то есть даже, возможно, музыку. Да, разумеется, надо понимать, что тот же отопитель, в принципе, уже практически готов для того, чтобы быть в базе дополнительного оборудования по умолчанию, то есть не просто потому, что там кто-то захотел, ну потому что он сам по себе подразумевается. Делаем упор на том, чтобы было комфортно для пользователя, для клиента вездеходом пользоваться. И, разумеется, предполагается, что наличие отопителя здесь это важный компонент. Также и спальное место, да, можно. Да, хотя здесь, конечно, нужно понимать, что размеры, они лимитированы, да, то есть кабина, она не так, возможно, велика, но в целом разместить здесь, поставить спальное место, конечно, допустимо. А вот такой вопрос. Я могу еще дополнительно как опцию вы попросить, чтобы мне сделали багажник на Кунге? В принципе, я думаю, что это допустимо. Что багажник, что солнечные батареи там для подзарядки, для каких-то вылазок на долгое время. В принципе, я думаю, что с этим проблем быть не должно, но есть лимиты по грузоподъемности. В том числе и надо понимать, что если вы движетесь по воде, у вас не должно быть излишней нагрузки, потому что этот вездеход по воде, конечно, передвигается, но это все-таки не лодка. Нужно это понимать. Да, можно сказать, кондиционер. Открывать? Да. Конечно, идет. Ну все новое, все новое. Да, еще не разношено. Понял, между вами и берегом в 50 метрах. Лежит? Что-то. А здесь еще ничего не лежит. Такой вот VIP есть. Гуарами называется, 55. Сейчас мы его зарядим. Может, что-то помельче хотят, не знаю. Друзья, при покупке вездеходов по промокоду Озеро вы получаете приятный бонус. Все ссылки, вся информация будет в описании под роликом. Читайте описание, и вот здесь будет промокод.
У тебя тоже iPhone, да? Ага. Пятнашка? А? 15? Нет, 13. А. О, Леонид поймал хорошего судака. Ну вот, друзья, вот эта рыба, судак, за которой мы, собственно, сюда и ехали, за которым хоть в глаза посмотрим, да поддержим, давайте. Вот такая красота. Друзья, Леониду сегодня больше везет, чем нам. Он снова поймал, пока мы съездили на съемки. Ух ты! Красавчик, классно взял. Вот, друзья, вот за такой рыбой мы, собственно, сюда ехали. Вот такой вот судачишка попался у Леонида. Ему больше везет, чем нам. Держи, Леонид. Сегодня у него прям рыбалка идет. Там стайка, да, какая-то? Да нет, он одиночный сюда. А, одиночный, да? А, Ты не гоняешься. ну. Чем больше воду прослужил, тем Вот такой вот судачок. Чудесный. Ну, это хищник, вон нюк. Клыки там, все дела. Ночной хищник, большей части. Иголки. У нас такой рыбы нету, друзья. Вот. У нас только щуки, окуни, но судака нету в Якутии. Здесь вот есть. О. Кого-то поймал? Палку, ага. Палку или судак ли? Судак бы дергался бы. Палка какая-нибудь. Ну да. Точно топляк. Да не, это судак, ребят. Хороший судачок. Или палка хорошая. Да не, он дергался бы. Не знаю, будем пробовать. Что. Оторвется, так оторвется. Ну а что, больше как, никак я. можно попробовать пустить, потом леской подергать, чтобы подбагривать. Вот легла. А? Вот она легла на землю. Вот она бы хотя бы как-нибудь вошла боком, да? Ну, можно было бы вытянуть. О, все.
Великолепно. У тебя пока еще не было, у тебя пока другая. Пойдете? Берега. Что, все, заканчиваю, закругляемся рыбалкой. Да. Слушай, ну вон тот мужичок, он ловит, реально ловит. Да? Ну? Ну мы тоже здесь. Какое-то время ловим. Ну все. Много, да? Ну вот, дорогие друзья, на этом наша рыбалка здесь в Череповце заканчивается, на Рыбинском водохранилище. Сегодня жалко, мне ничего не удалось поймать, но рыбу я увидел. Рыба здесь есть, рыбы много. Вот. И желаю всем местным рыбакам ни хвоста, ни чешуи, чтобы у них всегда клевало. А я сегодня заканчиваю рыбалку, друзья. К сожалению, у меня завтра уже вылет в нашу Якутию. И скоро будут сюжеты с Якутии. Но думаю, что когда-нибудь все равно я здесь еще порыбачу и поймаю своего судака. Поэтому в рыбалке, конечно же, процесс, друзья. Вот. Я не скажу, что это все плохо, потому что каждая рыбалка это все равно какой-то опыт. И я вот сейчас подглядел, как местные рыбачат. У них свои хитрости есть, секреты. Вот. И вон там вот мужчина, который сидит рыбачит напротив меня. Он рядом с нами здесь рыбачил. Я ловил только ракушек, палочки какие-то всякие. Вот. А он удачно так ловит, сидит судачков. И наш гид тоже, сейчас мы к нему подойдем. И все-таки я привез ребятам подарки, кое-какие небольшие сувениры. Их хочу подарить. Ну как у вас там, Леонид? Как там у вас рыбалка-то? Да вот одна поклеена была. А вот этот мужик двух уже вытащил. За четверку такой клюнул. Даже, да? Ничего себе. Такой случайно был. Да, вон там, да? Свалился. Я вон палок поймал. А? Палки одни ловлю. Палок? Да. Еще ракушек. И ракушек немножко поймал, да. Вот, друзья, сегодня рыбалка с вами заканчивается, жалко. Вот. Спасибо вам, что показали ваши рыбные места. Леонид, это вот вам за небольшой сувенир от меня. Рыбный календарь лунный, то есть с днями клёва. И вот с этими. Вам, ребят, тоже от меня презентики. Держите. Приезжайте в феврале. В конце февраля. Конец февраля, март. Правда, его ловить у нас запрещено уже будет через 2 дня. А, уже запрет, да? Или там вот еще. Потом вот. А, давайте я вам тоже дам. Два, пусть у вас будет 2. Вот такой вот у нас вот якутский календарь. Вот этот. Рыбы Якутии. Вот. Поизучайте. Вот. Там всякие таймени. И вот вам тоже, ребят, по календарю. Вот, друзья. На этом мы, думаю, закончим наш сюжет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Находились здесь, в Рыбинском водохранилище, с ребятами из компании Тингер. Огромная благодарность им за то, что пригласили, показали. Вот. Леониду спасибо. Ну все. До свидания.